Сегодня в серии видеосюжетов о шедеврах коллекции Восточно-Казахстанского музея искусств мы расскажем о работе Леонида Евстифьевича Агейкина «Маркакольские рассказы». 26 июля в музее была открыта памятная выставка Леонида и Марии Агейкиных. Ведь в середине прошлого века Леонид Евстифьевич Агейкин уже был членом профессиональных союзов художников СССР и Казахстана, а в 90-е годы его авторская коллекция стала основой собрания нашего музея. Выступающие на вернисаже люди, лично знающие его, коллеги-преподаватели строительно-дорожного института, где он работал на кафедре архитектуры, все в один голос говорили, каким уникальным, многосторонним и деятельным человеком он был. Советские чиновники ценили его как художника-монументалиста. Иностранные туристы восхищались его по-сырому выполненными акварелями. В научно-вспомогательном фонде музея хранятся воспоминания его студентов, для которых он лично сочинял постановочные натюрморты и организовывал пленэры. Агейкин был мастером академического рисунка, но у нас есть и живопись, и он владел всеми жанрами этого вида искусства, начиная от пейзажа и постановочного натюрморта, заканчивая сюжетными произведениями. Тематику их он находил в путешествиях по Восточному Казахстану. Естественное для классического социалистического реализма требование единства места и времени очень сковывало творческие замыслы и фантазию художника. Тогда он, используя приемы монументалиста, писал не пейзаж, не сюжет, а компоновал все жанры вместе. Получалась такая как бы роман-эпопея или сборник рассказов о жизни целого края и его обитателей. Так появлялись композиции с множеством разновременных событий и видов поверхности земной. Также было и на озере Маркаколь. Это полотно большое, 150 на 150 сантиметров, названное Агейкиным «Маркакольские рассказы», было написано им в 1970 году. Но перед этим художник написал множество работ разных жанров. Год был по-настоящему удачным в творческой жизни художника. Стоит открыть музейные каталоги, чтобы в этом убедиться. Этим годом отмечены портреты рыбаков, пейзажи с казахскими юртами, разные рыбные натюрморты, в которых морда каждой щуки тщательно прописана, как на портрете красавицы. В коллекции музея есть алтайские домики, сюжетные сценки 70-х годов, даже изображение рыбацкой бани. Агейкин не искал сюжетов, как другие художники. Сюжеты искали и даже преследовали его. Так было и в «Маркакольских рассказах». Он объединил все свои впечатления на одном полотне. Его теперь можно рассматривать часами, как бесконечные многонаселенные картины нидерландского живописца Питера Брейгеля. Здесь, в этой картине, нет привычной нам линии горизонта. Здесь есть облака и радуга, здесь есть птицы и елки, здесь весь мир сливается с голубизной озера, а людские хлопоты и радости, такие как рыбалка, застолье за Дастарханом, написаны как неотъемлемая часть жизни самого Маркаколя. Настоящий ведь художник питается цветом, как обычные люди хлебом. Вот при ярком солнечном освещении прозрачная и чистая вода Маркаколя приобретает яркую синюю или голубую окраску. При перемене погоды во время дождей озеро становится черным или серебристым. Все эти оттенки есть на картине Агейкина. Рыбу можно скушать только один раз, а картина дает нам бесконечную духовную пищу впечатлений и эмоций. Спасибо художнику, который щедро делится с нами голубым маркаколем, радугой, светом и облаками. Такой Дастархан будет накрыт для всех посетителей музея до тех пор, пока существует эта картина.